Здравствуйте! В эфире 5-й выпуск новостей колледжа Государственной муниципальной службы, и сегодня мы расскажем вам о главных событиях января. Все по-разному празднуют начало Нового года, а наши курсанты во время новогодних праздников принимали участие в спортивных состязаниях «Веселые старты». Всего участвовало 6 команд от различных учебных заведений. По итогу соревнований первое место заняла команда нашего колледжа. Еще раз поздравляем победителей, вы большие молодцы! Ну а 6 января на центральной площади Ижевска наш клуб патриотического воспитания «Барабанная линия» совместно с театральной группой «Успех» принял участие в городской интерактивной развлекательной программе «Ночь перед Рождеством», где участвовали в открытии, флешмобе, играх и других развлечениях для горожан. В эти же праздничные дни командир отряда доброволец Удмуртского регионального отделения ВСКС Вахрушу Дмитрий Николаевич в роли Деда Мороза посещал детей Шарканского района. Как приятно делать добро и получать взамен искренние эмоции и улыбки детей. Это и есть настоящее новогоднее чудо. 16 января наши курсанты в составе клуба патриотического воспитания «Барабанная линия» участвовали в торжественной церемонии открытия первенства Удмуртской республики по боксу на Кубок руководителя следственного управления. И после новогодних каникул курсанты сразу ринулись в бой. В январе этого года в Ижевске состоялся общеколледжный чемпионат по стандартам WorldSkills Russia среди команд нашего колледжа из Ижевска, Йошкар-Олы и Ульяновска. 16 числа прошло открытие и радушный прием участников, а уже 17 января стартовал чемпионат по компетенциям R10 спасательной работы и Т11 правоохранительная деятельность. На площадках команды курировали 11 экспертов, а также специально приглашенные гости из Калининградской области. Все участники показали себя на хорошем уровне подготовки. Мы вами гордимся и ждем наши филиалы уже на региональные соревнования со 2 по 5 марта 2019 года. Традиционный праздник Крещения верующие отмечали с 18 по 20 января. И по обыкновению на Ижевском пруду территориальными органами МЧС России была организована специальная купель для всех желающих совершить обряд купания. А помогали в обеспечении безопасности граждан наши курсанты, члены отряда доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Надеемся, что именно поэтому все прошло без негативных происшествий. В Ижевске на спорткомплексе имени Галины Алексеевны Кулаковой 20 января состоялась 3-я епархиальная зимняя лыжная гонка. В соревнованиях принимали участие наши курсанты совместно с клубом любителей лыжного спорта Удмуртии и учащимися казачьих кадетских групп при духовно-просветительском центре Ижевска. Целью этого ежегодного мероприятия является пропаганда здорового образа жизни в среде православных христиан Ижевской и Удмуртской епархии, а также всей молодежи. 25 января вся страна отмечала Татьянин день, и в честь этого в торговом центре Талмаса был организован бал в стиле 19 века. Бал был приурочен ко Дню студента и направлен на воспитание у молодежи эстетических и нравственных ценностей. Наши курсанты не только приняли участие в данном мероприятии, но и удостоились чести открыть его. С 28 и 29 января на площадке спортзала «Ижсталь» прошли колледжные соревнования по баскетболу. В них приняли участие команды всех специальностей и курсов. Мы поздравляем победителей и желаем дальнейших спортивных успехов. – 26 января в Головном колледже и филиалах в Ульяновске и Йошкар-Оле прошел День открытых дверей. Для желающих поступить в наше учебное заведение были организованы не только ознакомительные лекции, но и показ профессиональных навыков будущих специалистов. А теперь к новостям из наших филиалов. Курсанты филиала города Йошкар-Ола также принимали участие в организации проведения традиционных купаний на светлый праздник Крещения. 19 января на реке Малая Кокшага была организована купель для желающих совершить традиционный обряд купания.
Судя по скоплению народа, большинство горожан уже, наверное, не представляет этот день без посещения именно этой купели. Спасибо нашим добровольцам за помощь в обеспечении безопасности. Жизнь курсантов в филиале города Ульяновск тоже не стоит на месте. 15 января был организован поход на проект «Жизнь, и след оставили свои» в доме Гончарова. Суть проекта в том, чтобы познакомить желающих с творчеством писателей и поэтов родного края. Ребята остались под большим впечатлением и с удовольствием посетят подобные мероприятия еще раз. Но 18 января курсантами была организована помощь по обеспечению безопасности с проведением традиционных обрядов купания на праздник Крещения. В период с 21 по 24 января в территориальных органах УМВД России по Ульяновской области курсанты приняли участие в ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества. В ходе акции они посетили подразделения органов внутренних дел и лично познакомились с их работой. Полицейские помогли будущим специалистам увидеть и ощутить специфику деятельности, познакомились с криминалистическими методиками и рассказали об используемом оружии и специальных средствах. И уже 25 января ребята участвовали в музейной встрече, посвященной знаменательному событию 75-летию снятия блокады Ленинграда. В рамках встречи были представлены кадры блокадного Ленинграда и военных операций из видеотеки музея. В завершении Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» и народная артистка России Кларина Шатько представили музыкально-литературную композицию на стихи поэтов блокадного Ленинграда. 26 января курсанты побывали на светском балу, который ежегодно проводит Управление по делам молодежи администрации Ульяновска. По окончанию бала среди его участников были выбраны король и королева вечера. Жюри оценил умение пар танцевать, а также их костюмы и манеры. 20 лет со дня основания поисково-спасательной службы города Ульяновска исполнилось 28 января. В преддверии этой даты, 25 января, в киноконцертном комплексе «Современник» состоялось торжественное собрание и праздничный концерт, где барабанщицы нашего филиала показали свои номера. На этом все, уважаемые зрители. С вами была я, Бокарева Кристина. До новых встреч!